словами. Ну, татары, да, в Пензенской области, там, в Крыму, они не являются, это не диаспора, они живут на своей территории. Да? То есть больше, чем существует, например, Соединенные Штаты Америки, да? Вот, пензенские, белгородские татары. И историческая Россия, ну, скажем, бывшая Российская империя, это второе по численности, получается, тюркское государство после Турции. И сейчас в России, по-моему, 11 тюркских государственных образований, да, национальных культурных автономий, которые имеют признаки государства. И хотя такое понятие, как каноническая территория, оно не имеет общепризнанного церковного определения, но тем не менее, кроме самой России, понятно, что, например, уйгурский район, да, тоже многочисленное тюркское население, тоже связано исторически с нашей миссией, там жили казахи, то есть это связано, это тоже наша каноническая территория. И иранские азербайджанцы тоже они как исторически связаны, да, с азербайджанцами, которые являются частью русского мира. И хотя большинство мусульмане, но часть из них, часть исповедует христианство, и христианство было распространено, как известно, до появления исламской религии. Итак, ислам и наша миссия. Миссия не является прозелитизмом. Что я хочу там, по этому поводу очень важную вещь сказать, что эти народы находятся в зоне миссионерской ответственности Русской Православной Церкви. Но это не означает, что Русская Православная Церковь ведет борьбу против ислама, устраивает крестовый поход и хочет превратить всех мусульман в христиан. Потому что если это было бы так, то мусульмане бы в прошлые века еще были бы обращены в христианство. Его просто не было. Потому что, имея, как говорится, административный ресурс, Российская империя уже давно стала монорелигиозной. Потому что именно некоторые народы пошли по этому пути. Например, изгнание мусульман из Испании. Да, этого ничего не было. Или, например, Саудовская Аравия, современное государство Саудовская Аравия запрещает другие религии. Но ничего подобного не было и в России, ни на Руси, ни в Москве, ни в Московском княжестве, ни в Золотой Орде, ни в каких государственных образованиях на нашей территории никогда ислам не был запрещен. Не было такого ни одного дня, когда бы ислам был бы запрещен, даже в Советском Союзе. И, кроме того, никогда у нас не было такого положения, как Саудовская Аравия. И на сегодняшний день политика нашего правительства и официальное правительство Русской Православной Церкви исходит из того, что ислам традиционная религия, и мы не боремся с исламом. У нас нет в Русской Православной Церкви, нет такого отдела по борьбе с исламом, нет программы прозелитизма, нет этого, нет ничего. То есть полемика, да, мы объясняем, в чем это отличается ислам от христианства, они отличают свое, с чем мы не согласны, но антиисламской деятельности у нас нет, и противостояния ислама с христианством нет в России и надеюсь, что не будет. Но тогда что понимать под миссией тюркских народов? Часть тюркских народов исповедует христианство. Да? Мы знаем белорусов, якуты, татары, другие народы, горные шорцы. И на этих языках ведется богослужение. Но в то же время есть у нас тюркские народы, это узбеки, например, узбеки, киргизы, подавляющее большинство которых является мусульмане, азербайджанцы. Это почти все мусульмане. Или люди безрелигиозные, но по некоторым причинам, личным причинам, часть из этих людей сделали свой выбор. Есть православные азербайджанцы, есть православные киргизы, да, православные узбеки, все это мы знаем, что они есть. Они это сделали, и, как и, собственно говоря, есть и русские, которые принимают ислам. Это какие-то единичные пути, их не так много, но какой-то определенный ручеек в церкви. И нужно добавить, что да, мы поддерживаем богослужение на национальных языках, но в то же время и в мечети главным языком является после арабского русским языком. Отсюда не следует, что если русский язык в мечети используется, то ислам ведет борьбу против христиан, традиционный ислам. И что мечеть не ориентирована на обращение русских в ислам.
есть я хочу сказать, что это искусственное такое представление, что нет противостояния войны религиозной у нас в России. И есть такой обоюдный отказ от прозелитизма, исходящий из того, что это две традиционные религии, которые не отменяют возможности в случаях перехода части этих народов, перехода в православие. И проблема в том, что эти народы интуитивно не воспринимают церковно-славянский язык. Если не родной русский, мы русские воспринимаем церковно-славянский язык. Естественно. Ну, понятно, что, например, узбек, азербайджанец, для него церковно-славянский язык сложнее. И поэтому мы должны ставить вопрос не о русификации, не о смене национальной идентичности людей, которые обращаются к православию, а в поддержке их идентичности. В поддержке необходимо, есть у нас есть православные азербайджанцы, есть православные узбеки, да, необходимо их не русифицировать, это гласит концепция, миссионерская концепция Русской Православной Церкви, а им их сохранять их и поддерживать их национальную идентичность. Поэтому в будущем нам всем представляется, что для каждого тюркского народа своя должна быть какая-то община православная, со своей литургией, со своей литературой. Поэтому нам необходима литургия не только на татарском, но и на казахском, узбекском и других языках. Но речь идет не о крестовом походе, а о сохранении национальной идентичности. И многообразие единства тюркского мира. Тюркский мир — это десятки народов. Десятки народов, они говорят на диалектах, на разных диалектах от Дальнего Востока, да, до Восточной Европы, да, до Польши, даже польские татары. И среди татар, около 10 субэтносов, они живут в тысячах километров друг от друга, говорят на разных диалектах. И в России существует демографическая проблема татар. Да? То есть татары отличаются такой же низкой рождаемостью, как русские, но к этому добавляется еще ассимиляция. Вот. И в связи с этим татарская община московская участвует в общетатарском движении и ставит вопрос о единстве татарского народа. Вот. Почему ставится вопрос о единстве татарского народа и именно православной татарской общины? Потому что есть, мы все знаем, горячие головы, которые обвиняют татар в православных татар в предательстве, еще в чем-то грехах. И в результате мы получаем рознь, религиозную рознь внутри татарского народа, между разными частями татарского народа. И что совершенно не... Ну, это как бы разрушает изнутри, да, когда народ разделяется на какие-то кланы, какие-то противоборствующие группировки, и потом еще туда добавляется религиозная рознь, то подвергается опасности само существование этноса. И поэтому необходим внутренний татарский диалог. В таких условиях он должен быть так организован, татарский диалог, чтобы устранить вот эти противоречия, помочь этому татарскому единству. Это болезненная проблема, потому что, вот, смотрите, православные татары хотят сохранить свою национальную идентичность. У них хорошо или плохо получается, но получается в условиях мегаполисов, в условиях космополитических мегаполисов, да, городов-миллионников, которые вообще народы перемалывают, в том числе и русский народ перемалывают в такую не принадлежащую такой национальности массу, они стараются сохранить свою культуру и занимаются созидательной работой. И вдруг приходят так называемые татарские националисты, которые якобы любят свой народ и начинают навешивать на них ярлыки. За то, что те хотят сохранить национальную идентичность. То есть это получается абсурд, полный абсурд. Как одни националисты обвиняют татаров за то, что те хотят сохранить национальную идентичность. Это абсурд. И тем более, что нет такого проекта, как они некоторые говорят, кремлевский проект против татар. Ну, нет такого. Ни в РПЦ, нет никакого отдела по борьбе с мусульманами, с татарами. Не занимаются этим
большую роль играет географическая разрозненность. То есть, с одной стороны, преимущество, да, татары живут везде, да, везде, где и русские. Но, с другой стороны, это уязвимость ассимиляции. Потому что очень острое единство стоит. И татарская идентичность, еще что добавляется, она как бы оказывается зажата между двумя идентичностями, арабской и русской. То есть в мечети нельзя молиться на татарском языке, на национальных языках. И получается, что молитва на арабском языке не способствует сохранению татарской национальной идентичности или любой другой. А язык везде русский. И поэтому большую ценность представляет то, что есть люди, интеллигенция, которые хотят воссоздать литургический язык богослужения. Татарский язык станет сакральным языком, языком богослужения. Это будет важнейший фактор для сохранения Турции. Стамбул, Константинополь. Тысячелетия упущенных возможностей. Значит, турки это самый большой народ, 78 миллионов, большинство населения Турции это турки 75%. Всего турков 80 миллионов, еще за пределами Турции живет. Быстро растет население турецкое. Турки находятся на территории Константинопольского патриархата, как мы знаем хорошо. Территория Константинопольского патриархата охватывает Турцию и Кипр. То есть получается, что Северный Кипр, который греки не контролируют, он тоже формально подчиняется Константинопольскому патриархату. Хотели территория Кипрской поместной церкви. Ну, вообще там сейчас считаю, что нет ничего, да. Нет, Там нет. Территория Кипрской поместной церкви. Да. Получается, патриархат, в том числе туда. Нет, Афон. Я оговорился не Кипр, а Афон. Да, Кипр там как бы вакуум на Кипре, на Северном Кипре. Итак, что важно? Турция это светское государство, и где существует такая относительная свобода вероисповедания. Мы уже сегодня говорили, да, что есть возможность туркам представить православие, и тем более, что не нужно объяснять, что это бывшая территория Византии. И многие турки являются потомками народов Византии, и также пленных, несколько миллионов пленных, ассимилировавшихся. И такое явление на территории Константинопольского патриархата, загадочное явление, я, честно говоря, не могу этого понять, почему это происходит, но со времен 7 века, нашествия гуннов и так далее, Константинопольская церковь полностью игнорировала просвещение тюркских народов. То есть если славянам были какие-то предоставленные возможности, переводы богослужения Кирилла и Мефодия, то полностью это было тысячелетие, 1300 лет упущенных возможностей просвещения тюркских народов. В 7 веке верхушка Великой Булгарии были крещенными, но не сделано было ничего. Что было сделано для балканских славян. А потом дало возможность, кириллица распространилась так широко, что даже Монголия, тоже тюркское государство, взяла кириллицу нашу. Упущены возможности, несмотря, опять же, на то, что есть свобода вероисповедания. И формально миссия Святого находится в зоне ответственности, но она провальная. Это полностью проваленная миссия. Константинопольский патриархат занимается отжатием епархий целых стран, отжатием, выбирая где побогаче, уже построенные храмы в Китае, где уже много поколений миссионеров трудилось, да, но трудились русские миссионеры трудились, Эстония, Украина и так далее. Это трагические события, что чем угодно занимается Константинопольский патриархат, кроме миссии на своих канонических территориях, населения Турции. И теперь настал апогей в этом году восточного папизма, когда патриарх Варфоломей объявил о своей мнимой власти над всей православной церковью и сказал такие слова, ключевые, порочные слова. Он сказал, что лидерство нашей нации, православной мире. Вот он такие слова сказал. И прочие безумные глаголы.
трудно сказать, так сказать, как выйдет ли церковь из нынешнего кризиса, православная церковь, или это останется уже навсегда разделение. Но, с другой стороны, сложилась уникальная ситуация в отношении судьбы православия на территории Турции. Так что и значительная часть православного населения Турции, русские, гагаузы, другие, оказались без канонического попечения, то есть негде причащаться. И одновременно с этим наблюдается политическое сближение России и Турции. И поставив себя вне церковных канонов, грубо поправ их, Константинопольский патриархат что делает? Он приглашает нас тем самым к сближению с православной Турцией, вообще греческого мира, к диалогу с турецким народом, с турецким государством. И после разрыва политического общения возможно, что наше священноначалие будет вынуждено открывать приходы на территории Турции. Может быть, и Северного Кипра, и в других местах. И мы будем просто обязаны сделать это, чтобы не оставлять без причастия, без божественной литургии наших соотечественников. Вполне возможно, что тюркоязычные православные христиане увидят в общении с РПЦ шанс единства с другими частями тюркского мира. То есть шанс получать историческое сближение. И им возможность некомфортно иметь дело с такой юрисдикцией, где открыто проповедуется превосходство эллинов над варварами. И возможно, что православные тюрки все-таки не захотят оставаться в патриархате. То есть это потрясение основ православного мира. Но что мы видим в Иерусалимской церкви? Да? Иерусалимская церковь составляет большинство арабы, православные арабы, большую часть. Но епископаты это греки. За ним исключение. Да. Ну, что это означает? Что получается запрет на профессии, что ли, есть? Да? Запрет на епископство для арабов-миряне. Но это очень болезненный вопрос. И по сути сейчас начался процесс освобождения от рамейского супремасизма. Такой термин я изобрел, сейчас вас хочу ввести. Рамейский супремасизм. Учение о превосходстве ромеев или греков. И сейчас трудно предсказать судьбу православия в постварфоломейскую эпоху, потому что надо понимать, что она закончится и начнется какой-то новый этап после Варфоломея. Какой будет церковь? Но для нас сейчас нам нужна разумная политика Русской Православной Церкви в отношении православных русских, поддержка их национальной идентичности. И в этот важный, такой уникальный момент исторический, татары, как второй прочисленный народ России, могли бы сыграть очень важную, конструктивную, созидательную роль в тех процессах, которые сейчас народ. Вот. И я думаю, что сейчас настал такой момент, когда необходимо просто срочно открывать какую-то миссию очень на серьезном уровне. Серьезно, может быть, целый храм нужен, может быть, два храма, может быть, даже сеть миссионерских центров. Но нужно просто срочно возникла потребность, особенно в связи с этими последними событиями, потребность в открытии целого миссионерского служения, направления среди тюркских народов, потому что книги недоступны, книги малодоступны, литургии не служатся. Потому что хотя бы раз в год, кстати, служится в Москве на всех тюркских языках, на всех. Если не можем служить полностью тюркской литургии, фрагментарно, то есть службу литургии добавляем Евангелие, символ веры, псалмы, а потом увеличиваем долю. И необходимо, конечно, рассматривать тюркский мир как вот одно целое. И нашу миссию. И сейчас Русская Православная Церковь должна взять на себя ответственность за судьбу православия. Вот примерно такие важные вещи хотел бы я с вами поделиться мыслями. Я надеюсь, может быть, Всемирский собор мог бы ходатайствовать перед священноначалием о том, чтобы татарскую общину узаконить, сделать ее частью московской
Ну, огромное спасибо за очень актуальный доклад. Я думаю, что он будет непременно опубликован на материке и в других СМИ. И его рекомендательная часть, будет рекомендацией нашей секции Всемирного Русского Народного Собора. Ну а третьим докладом будет доклад Сергея Моисеева, потому что его ключевая тема — отслужение